Жителям Воевожа напомнили о преимуществах народного бюджета. Семинар, посвященный республиканской программе, провели специалисты администрации главы Республики Коми и проектного центра инициативного бюджетирования. Основная задача – рассказать местным жителям, как правильно подготовить проект, чтобы он имел все шансы на победу. Проекты пишутся людьми, и дорабатываются администрациями, и часто встречаются ошибки. Это может быть технические ошибки или такие, которые приводят к потере баллов. Например, после проведения собраний граждан важно оповестить об этом в социальных сетях, на сайте администрации. И не сделав это, люди теряют баллы, и их проекты не побеждают, они считают, что их проект недостоин победы, не понимая, что это из-за того, что они потеряли баллы не потому, что у них проект плохой, а потому что есть определенные критерии, которых нужно придерживаться. Соответственно, на данном семинаре я рассказал о тех критериях, которые нужно уделить внимание при разработке заявки, и выполнив те условия, которые прописаны в нормативных документах, можно выиграть с уверенностью и набрать очень много баллов. Участникам семинара рассказали о нормативно-правовой базе народного бюджета, критериях, которые предъявляются к проектам, а также возможностях повысить шансы на победу. Софинансирование – это один из главных критериев при оценке народных проектов. Вообще граждане могут сделать софинансирование в проекте несколькими способами. Первый – это непосредственно финансовое участие, второе – это материально-техническое участие, третье – это трудовое участие. Также к софинансированию можно привлечь индивидуальных предпринимателей и другие коммерческие структуры. Очень важно за счет софинансирования показать, что в реализации проекта заинтересованы не только региональная власть и местные власти, но и все те, кто помогают проекту реализоваться именно софинансированием в любом формате. Докладчики отметили, что возможностей для изыскания средств на благоустройство городов и поселков становится все больше. Увеличивается и количество денег, выделяемых тем, кто готов проявить инициативу и сделать комфортнее свою жизнь и жизнь окружающих. В прошлом году, в этом просто итоги еще не подведены, на конкурсном отборе было, дошли до финальной стадии 108 заявок, 108. Знаете, сколько из них победило? 97. Почти все победили. Даже некачественные заявки, среди них и то многие победили. Это люди, которые создали ТОСы, создали НКО, впервые написали проекты. Мы там, видели заявки даже низкого качества, и они победили. Фонд президентских грантов, там федеральные конкурсы. Мы там каждый конкурс побеждаем. Да, не так много, но все равно проекты побеждают регулярно. Лет 5 назад общий фонд конкурса составлял 2 миллиарда рублей. В прошлом году было распределено 9,5 миллиардов рублей на всю страну. То есть деньги в этой сфере есть. Это самая главная причина, почему стоит заняться развитием ТОСов и других НКО. Сразу после семинара жители Воевожа озвучили свои инициативы, которые могут быть реализованы в 2023 году. 3 предложения поступило от сотрудников досугового центра «Нефтяник». Работники культуры выступили за приобретение новых костюмов, а также одежды сцены и организацию на базе учреждения игрового детского центра. В рамках реализуемого народного проекта планируется приобрести игровое оборудование, игровой лабиринт, спортивная стенка, игровое лего, пуфы, мини-батуты, настольные игры, детские столы и стулья. Ожидаемые результаты от реализации народного проекта даст возможность повысить имидж культурно-досугового учреждения, создаст дополнительные культурно-развлекательные спортивные зоны на базе досугового центра, а также увеличит охват большого числа посетителей и потребителей предоставляемых культурных услуг населению, анимация, организация детских праздников, проведение культурно-массовых мероприятий, также различные акции в помощь детям из малообеспеченных семей, детям с ограниченными возможностями. 2 проекта направлены на развитие спортивной отрасли Воевожа. Это оснащение местного стадиона игровой площадкой, а также ремонт системы отопления в здании плавательного бассейна. В 2002 году, когда бассейн был поставлен у нас на капитальный ремонт, была произведена частичная замена системы отопления, и в самой
в ванне бассейна, то есть замена системы не была произведена. Также жители Воевожа предложили отремонтировать участок автомобильной дороги по улице Восточной и провести мероприятия по модернизации уличного освещения на территории поселка. Мы обсудили новые темы по развитию этого поселка, новые идеи, которые обязательно будем учитывать в своей работе. Я благодарю всех активных жителей и надеюсь, что такие встречи будут и дальше продолжаться. Мы, в свою очередь, готовы сотрудничать с жителями. До 1 июня бюджетная комиссия должна рассмотреть и определить перечень одобренных народных проектов. Его направят в администрацию главы Республики Коми, где и определят победителей. Из поселка Воевож Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. 2022 объявлен годом культурного наследия народов России. Это решение направлено на поддержание и развитие самобытных традиций, искусств и ремесел нашей многонациональной страны. В кадетской школе состоялись охотничьи состязания, ежегодные игры для учеников 3-4 классов. Участники 5 команд сосногорских школ, по 3 человека в каждой. Все испытания связаны с коми-языком, культурой и бытом этого народа. А охотничьи состязания, потому что ребята соревновались в традиционных занятиях коми. Они ловили рыбу, собирали грибы и ягоды, распознавали следы животных и птиц. На этапе рыбалки нужно словить рыбу и назвать, например. На этапе охотничьих снаряжений из пазлов составить картинку и тоже желательно назвать на коми-языке эти слова. Для чего? Чтобы прививать к детям любовь к своим предкам. В этом году игры посвятили юбилею коми-письменности – 650 лет. Одно из испытаний было связано с древним алфавитом просветителя Стефана Пермского. Судейский состав – педагоги, сотрудники Центра коми и национальных культур и представители народного общественного движения «Коми-Войтер». Председатель жюри Владимир Артеев отметил практическую пользу охотничьих состязаний. Те знания, которые они получают в школе на уроках коми-языка, на этих соревнованиях, на состязаниях на этих, они в жизни все равно им пригодятся. Даже ориентир в лесу, как ориентироваться, какие грибы можно кушать, какую рыбу можно ловить и чем ловить, и как ловить. Это очень интересное состязание. Школьники соглашаются, что знание языка и традиций народа, на земле которого мы живем, необходимо. Многие из участников сами из коми-семей. К соревнованиям ребята хорошо подготовились. Мы оставались после уроков и учили слова у Татьяны Геннадьевны. Смотрели картинки, учили. Да, и называли их по коми и по-русски. Готовились ко всему, Готовились. И девиз повторяли. У меня папа с деревни, и там все на коми разговаривают. И если я знать коми не буду, я никого не буду понимать. Команда 5-й школы привезла на игры интересную экспозицию. Эти вещи наверняка принадлежали искусным охотникам и рыболовам. Здесь представлены предметы из этнографического музея 5-й школы. Вот это, например, рыболовная снасть, которую в народе называют морла. Рыба заплывает внутрь, а выбраться обратно уже не может. Первое место на соревнованиях заняла команда кадетов. Второе – ученики 3-й школы. Третье – юные охотники из 5-й школы. Ребят наградили грамотами. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Центр социальной защиты населения напоминает, что в нашем центре продолжается выплата ежемесячной денежной выплаты детям от 3 до 7 лет включительно. Кто может получить это пособие? Это пособие может получить один из родителей, имеющий гражданство Российской Федерации, проживающий на территории Республики Коми. Пособие назначается семьям, где среднедушевой доход на одного гражданина не превышает прожиточный минимум и учитывается оценка нуждаемости. То есть прожиточный минимум на текущий год у нас 15 368. Ежемесячная выплата назначается сроком на 12 месяцев и по достижению ребенком 8 лет. Также в связи с этим мы напоминаем, поскольку пособие назначается на 12 месяцев, каждый год нужно подавать заявление. Здесь хочу уточнить один момент, что заявление необходимо подавать не ранее дня следующего за последним днем выплаты пособия. То есть если пособие у вас заканчивается 6 апреля, то
То есть заявление необходимо подать только 7 апреля. Иначе в соответствии с законодательством вам будет отказано в назначении выплаты по причине, что текущая выплата еще идет, еще выплата не закончена. Вдруг, если дата подачи заявления, на которую вам нужно подать, попадает на выходные, на праздники, то заявление возможно подать только через портал госуслуг, ну, чтобы вы не потеряли там 1 или 2 дня. Также хочу напомнить, что для расчета этой выплаты принимается в расчет доходы от трудовой или иной деятельности. В случае отсутствия у семьи доходов от трудовой или иной деятельности законодательством предусмотрено применение правила нулевого дохода. Что это значит? В случае, если у заявителя или у члена его семьи нет таких доходов, за период, в течение которого доходы отсутствовали, по определенным основаниям в течение 10 или более месяцев нет данных доходов, то пособие будет назначено, отказа в этом не будет. В законодательстве предусмотрен такой приличный перечень, по которым люди могут не иметь доходов. Что значит совокупность 10 месяцев? Приведу пример. Например, если заявитель не имеет доходов, но стоит в центре занятости не менее 6 месяцев, также он осуществляет уход за ребенком до 3 лет в расчетный период, например, уже сидит 3 месяца, и у него есть, например, еще статус многодетной семьи. В совокупности считаем 3, там 6 месяцев, у нас получилось 10. Значит, 10 месяцев, если по уважительной причине нет доходов, мы такой семье рассчитываем пособие, не отказываем. Если, например, только из основных причин то, что он стоит в центре занятости более 6 месяцев, значит, мы будем ему отказывать. Также при расчете и назначении ежемесячной выплаты учитывается имущество как заявителя, так и семьи. Поэтому законодательством предусмотрено, что семья, если не многодетная, то при наличии имущества такого, как автотранспорт, мототранспорт, самоходные машины и так далее, то есть наличие 2 и более этих средств, а также наличие более 2 квартир, 2 гаражей и так далее, то семья уже не имеет права на данное пособие. Если семья многодетная, она может иметь 3 и более имущества, которое я перечислила. Подать заявление на данную выплату можно как через портал государственных и муниципальных услуг, так и через МФЦ «Мои документы», находящиеся в Республике Коми, или в наш центр по адресу Гоголя 9.